Ассаламу алейкум! Мы приветствуем вас, дорогие телезрители! Здравствуйте, друзья! В эфире информационно-развлекательная программа «Молодежный формат». И с вами, как всегда, ее ведущие Залина Хаутиева и я, Лес Гатагажин. Мы находимся в самом живописном уголке нашей Ингушетии. Величественная и красивая природа горной Ингушетии. Пейзажи очаровывают своей первозданной красотой. Каждый башенный комплекс уникален по изобретательности. Их строительство носило как стратегический характер, так и экономический. Каждый аул в горах Ингушетии – новая легенда. Каждая башня – героическое предание. И все это – наследие ингушского народа. В Джайратском оздоровительном лечебном комплексе Арамхи проходит международный молодежный форум «Таргим-2011». Это один из крупнейших современных высокогорных курортов Северного Кавказа. Здесь собрались парни и девушки из различных регионов страны и представители молодежи дальнего зарубежья. Этот международный форум собрал около 360 делегатов. Сюда съехались участники из Ставропольского края, Ханты-Мансийска, Украины, Москвы, Кабардино-Балкарии, Чеченской республики, Карачаево-Черкесии, республик Дагестан и Северной Осетии-Алания. А также было приятно видеть волонтеров из Словакии, Швеции, Финляндии, Молдовы, Абхазии и многих других гостей. Некоторые из них присутствовали впервые. Первый раз мы в Ингушетии, пока масса эмоций, впечатлений, очень красиво. А как вас встретили? Нас встретили хорошо, нас встретили аплодисментами, нет, нас встретили горами, солнечной ясной погодой. Конечно, кавказское гостеприимство – это всегда хорошо и всегда доброжелательно. А вы часто участвуете в форумах такого рода? Ну да, мы уже более 5 лет, наверное, даже почти 10 лет занимаемся молодежной политикой, поэтому форумы как Селигер, Машук и место наши Смоленские областные форумы Смола для нас уже как родные. А в секции по какой теме вы участвуете? Мы выбрали тему проблемы и перспективы молодежной политики. Это сегодня главное, да? Да, это то, что в чем мы разбираемся хорошо, в чем можем рассказать, поделиться опытом. Вот поэтому выбрали эту тематику. Самое главное – это общение между регионами, общение молодежи, потому что если не ездить друг к другу в гости, то никогда не узнаем культуру друг друга, да, никогда не узнаем, какая у нас молодежь в России, какие есть замечательные республики, и тем более о Кавказе существует масса стереотипов нехороших, да, там в центре, которые мы разрушим, да, и расскажем о том, как здесь хорошо и что не стоит бояться Кавказа. Ну и ваши пожелания какие? Пожелание, чтобы Таргим стал доброй традицией Ингушетии, чтобы каждый год сюда приезжало больше и больше молодежи со всей России, из других стран, и чтобы это стало излюбленное место сбора для большинства, большого количества молодых людей. Вот, желаем вам чтобы молодежью занимались, потому что за нами будущее нашей страны, и если не брать молодежь во внимание, то будущего у нас не будет. Поэтому больше таких форумов, особенно на Кавказе, где и природа все располагает к общению, и доброго процветания Таргиму. Приезжайте к нам на Селигер тоже, мы вас ждем. У вас очень красивая природа. Мы приехали, я и еще 4 иностранных студента из Плеханской академии вчера. Я также учусь в Москве в этом вузе. Родом я из Финляндии. Мы все очень довольны. Красивые горы, дружелюбный народ и нас хорошо кормят. И у него впечатление. What do you think about Ingushetia? Yeah, so far I think it's like very nice. It's a nice view and the people here are very nice. So yeah, good experience. Очень милые люди, очень хорошая природа, и я чувствую себя действительно хорошо. Вы впервые участвуете в такого рода форумах? Do you participate firstly in such a conference? Yeah, it's the first time I'm in such a big event. Для Адриана это первый раз. И насколько важно проведение такого? How do you think? What is the importance of such forums? Yeah, I think it's like to interact with other people. For me now it has been a little bit hard because I can't speak Russian, but some people still can speak, and it's very, very fun to
meet and interact with people from other parts of Russia. Для всех людей это здорово пообщаться, и для Адриана это было достаточно сложно, потому что он не говорит по-русски, но понимает всю ценность этого форума, и это действительно полезно. Yeah, for me it's to go to Ingushetia, see this part of the world which I may not see if I didn't join this forum thing, and I hope to get some ideas from people around Russia and you know, learn new things and yeah. Для Адриана это была прекрасная возможность посетить мир, который он никогда не видел, посетить прекрасный край Ингушетию и узнать новых людей и расширить свой кругозор. Как вам сегодня республика? Впервые приехали? Да, я здесь впервые, и мне уже очень нравится этот дух, эта атмосфера, просто захватывает. Как вас встретили? Встретили нас на вокзале, довезли с удобствами, с рассказом немножко об Ингушетии и провезли по вашим дорожкам извилистым. Живите, процветайте, учитесь друг у друга самому лучшему и храните, берегите все самое лучшее в себе и в окружающих. Залина, а ты чувствуешь атмосферу праздника? Да как же ее не чувствовать, Ильис? Ведь проведение такого масштаба форума – это всегда событие для республики. Приятно видеть веселые и улыбающиеся лица. И позитивный настрой ребят. Посмотри, как они активно готовятся к открытию форума Торгень 2011. Понимая важность проведения форума и осознавая, что будущее за молодежью, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров не смог оставить без внимания участников. Несмотря на свою занятость, он все-таки приехал. И всем было приятно видеть его на открытии молодежного форума Торгень 2011. Глава республики вместе с премьер-министром Мусой Чилеевым прибыли ровно к открытию форума. Молодежь, она хотя и разной национальности, она одна, и они должны созидать для того, чтобы в дальнейшем и субъекты, где они проживают, и в целом Российской Федерации, были мощными республиками, субъектами, ну и мощной державой нашей России, чтобы никто их не мог между собой поссорить. Для этого мы и делаем эти форумы. А вот скажите мне о важности роли молодежи в динамичном развитии республики. Ну, основа, мы все старшее поколение делаем для молодежи. Ну и, конечно, молодежь, опираясь на то, что мы делаем, должен тоже, естественно, подстраиваться под это, максимально делать все, чтобы и под себя, и для своих там детей, которые в последующем будут. Бесспорно, это без молодежи вообще невозможно делать. Конечно, молодежь должна дальше смотреть и видеть, какие перспективы у нас есть. Именно, в первую очередь, для обеспечения жизнедеятельности молодежи. Ну а ваши пожелания сегодня? Успехов. Найдите себе хороших друзей, найдите себе товарищей, найдите себе интересы, и чтобы после этого форума вы все уже там хотя бы через СМС или там еще какие-то средства интернетовские общались между собой и делились какими-то радостями. И плюс ко всему, чтобы ваш личный блокнот заполнился бы хотя бы десятками новых друзей, которых вы будете поздравлять с днем рождения, с Днем Республик, там, еще с какими-то датами, да. Ну и в последующем, чтобы вы друг к другу ездили на свадьбы, на различные мероприятия. И, естественно, найти здесь кому-то свою невесту, а кому-то своего жениха. Тоже немаловажный фактор. Диалог между главой Ингушетии и участниками форума был продуктивный. Задавались вопросы, которые волнуют молодежь, такие как поддержка малого бизнеса, развитие экономики и туризма на территории Северного Кавказа и ряд других важных вопросов. На каждый из них глава республики дал исчерпывающий ответ. Была найдена связь в общении, и каждый почувствовал его заинтересованность. Тимур Гупоев, Молодежная палата при парламенте Кабардино-Балкарской республики. Юнусбек Муратгириевич, рад вас приветствовать. Спасибо за приглашение нашей делегации.
огромнейшая. И вот конкретно хотелось бы задать вопрос именно в сфере поддержки молодежи. Вот вы сказали, было бы желание, были бы идеи, а с нашей стороны будет поддержка. Какие конкретно программы поддержки и малого предпринимательства, и вообще развития молодежи реализуются в данный момент сейчас в Республике Ингушетия? Так, чтобы провести аналогию с теми программами, которые реализуются в нашей республике. Бизнес-инкубатор – это основное молодежное направление. Там и возглавляют в основном молодые ребята. И сколько мы туда вливаем средств, да, и сколько мы на выходе получаем подготовленных в молодежной сфере специалистов для развития малого предпринимательства. То есть люди, когда я сам с ними общался, молодые ребята, девчонки, они сами говорят, что мы, идя туда, не понимали, что нам делать. А там нам открыли глаза и направили. То есть дали ориентиры, и они по этим ориентирам идут. Это одно направление. Там, где реально можно развиваться. У нас сегодня более 40 молодых людей, девчонки, парни, которые выходят на уровень даже космической отрасли, которые предлагают инновационные вещи. Мы некоторые вещи направили даже уже в ведущие институты Москвы, чтобы изучить, посмотреть. И здесь тоже мы их поддерживаем в этом направлении. Сейчас были озвучены вопросы направления экономика, политика, культурное, духовное. А вот вопрос патриотического воспитания, как обстоит в данной республике, республике Ингушетия? Спасибо. Конечно, все, что делается с садика, со школы, тем более в вашей среде, должно закладываться как патриотическое воспитание. Почему? Потому что патриотизм – это в первую очередь готовность любого из нас в любую секунду встать на защиту своей страны, своей Родины. Если этого нет, то нам грош цена. И одной из задач форума в том числе изучить эту тему. Я представитель молодежного комитета поставил задачу. В том числе я сделал упор на Кабардино-Балкарии. Почему? Потому что я слышал, что много клубов там присутствует, патриотическое воспитание. Поэтому поделитесь опытом теперь уже вы. Что мы делаем в республике? Я ставлю задачу не только после крупных каникул, я имею в виду летних, а после любых каникул. Первый урок – это урок мужества. Здравствуйте, меня зовут Боков Денис, заместитель председателя комитета по делам молодежи Рязанской области. Нам вдвойне приятно наша делегация здесь находиться, потому что часть вашей жизни связана с нашим регионом, и вы обучались в нашем Рязанском высшем военном командном десантном училище имени генерала армии Маргелова. И у меня вопрос, собственно, в тему и в продолжение того разговора, который сейчас у вас был. Не хотели бы вы как-то наладить отношения, контакт с этим училищем, одно из самых лучших не только у нас в регионе, но, вы знаете, и в мире, и организовать какие-то совместные мероприятия, а наш комитет по делам молодежи региона мог бы стать таким связующим мостом между молодежью Ингушетии и Рязанской областью. Это было бы втройне важно для молодежи, и для ребят, и для вас лично, потому что был бы, мне кажется, прекрасный повод вам приехать в Рязань и вспомнить молодость. Молодые годы, да. Но скажу сразу, по большому секрету, что самые красивые девушки в Рязани. Я согласен с вашим предложением. Контакт у нас есть. Я же там контакт не потерял. Мне и начальник училища, и преподаватели, многие там есть мои учителя, многие друзья, многие мои подчиненные уже там уже начальниками являются. Конечно, мы имеем контакт. У нас сегодня с республики там учатся более 8 человек, 8-14 десантников учатся. Ребят в училище хорошо себя проявляют, показывают. Ну, давайте тогда с молодежью состыкуйтесь. Можно совместный форум провести, да, и это будет очень хорошо в военно-патриотическом воспитании играть роль. Давайте. У меня есть идея вообще такие форумы сделать, что форум не только вот такой, как вы, интеллектуальной молодежи, а мне хочется еще собрать дворовую молодежь, которая легче с пути свернуть, которые они более восприимчивы, да, и для них не все понятно, как дважды два. Здесь, конечно, мне хочется, чтобы их тоже собрать. Я хочу начать с молодежи Ингушетии и в последующем из них сделать такое, ну, какое-то такое движение. Вот это должен быть таким тоже продолжением вот этого форума.
Конечно, мы не связываем это с паралимпийскими играми, как после Олимпийских игр, но тем не менее должно быть продолжение этого форума или наоборот, до этого форума. Любите страну, любите своих предков, уважайте старших, берегите младших, тогда у нас все будет нормально. И никто нас не победит. Я вам желаю успехов, счастья, здоровья, чтобы вы отсюда уехали с самыми хорошими впечатлениями. Спасибо. Статус международного был оправдан количеством гостей. Представители разных национальностей высказывали добрые и теплые пожелания на своем родном языке. Вас вітає делегація з України. Ми всіх вітаємо, всіх присутніх на цьому форумі. Ми бажаємо вам величезного щастя, здоров'я та благополуччя. Ми сподіваємося, що наші міжнародні зв'язки зміцняться. Хай вам щастить! في معكم فود انهم بجوك لابك عليكم خير يا جماعه بوكم مبارك كنا زغو ابعكلك هبرخوق نجي نجدان جاركوز خوق هيدنج هارو علوق خبز داندي توكي واتخي كيدو تعن روكني كاركو كمك هبيزي كنا زغو باركو დილამშვიდობის სასალამი მინდა ყველას მოგესალმოთ და მოგისურვოთ კარგი დღე მარტო დღეს არა შემდეგ წლებში და მინდა მოусურვო ახალგაზრდებს განვითარება მინდა რომ ყველა კარგად იყოს და ჯანმრთელობას პირველ რიგში მინდა რომ ყველაზე ახლო მეზობლები ინგუშები იყვნენ კარგად ყველანაირ განვითარებას და ყველანაირ ჯანმრთელობას კარგ ყველაფერს უსურვებ قماسة برشالله شتجسة إنسان تورن خوين قامول بونو شكو نتون خوي بيزون شكو نا پشمان قوكونا شكو نجاوري أخي شخص أو بسكنديس هم إنجوشات الجامعات همسي ماني برينيمات هبواندي إنشو همسي молодежная организация создавать هبواندي أخي شخص أو بسكنديس чин главой республики Евкуру Юнусбекдис أخي شخص أو إتلس شير همسي سار سلامتي همسي قديجن سي إثريتو أخي شخص أو Sukcese și toate cele bune pentru Republica Ingușetia. Da, și bărt prezum țabol băi, wașe, dash, wașe, tirdoș, bărt țabol, dar da echt bach. Молодежь должна общаться. И когда молодежь общается, они рассказывают, так сказать, друг другу многие вещи и о своих регионах, и о себе, и о том, как живет молодежь в тех или иных краях. Это полезно в плане взаимного обогащения. И, естественно, подобные форумы, они являются таким носителем сплоченности молодежи. Молодежь должна быть сплоченной. Молодежь должна быть под одной идеей. Идея должна быть великая. Это Родина, это все то, что делается ради своей Родины. А сегодня мы на своей маленькой Родине встречаем представителей многих регионов молодежи. И я считаю, что отсюда разъедутся с хорошими мыслями, с хорошими идеями и, естественно, увезут отсюда вот частицу нашей доброты, красоты. Посмотрите, наши горы должны увидеть. Те, кто приедет сюда и пообщается с нами, с нашей природой, с нашей великолепной молодежью, я думаю, что они получат впечатление на долгие годы. Вот вы же были тоже так же молоды, как и они сегодня. И в ваше время были вот такие форумы, которые вас объединяли, сближали? Конечно. Я должен сказать, что моя молодость прошла в советское время. В то время был комсомол, который занимался подобными
и форумами, и мероприятиями. Кстати, нам многое можно из старого опыта перенять и сейчас, и дать жизнь этому опыту. Поэтому я вот во всем этом варился, и я был молод. Кстати, я сейчас молод. Но основная идея вот этого форума, как вы считаете, какая? Основная идея этого форума, естественно, это единение молодежи всей страны. Мы продолжаем молодежный формат. Мы еще находимся в Таргиве. Вот и прошел первый день. Все адаптировались и успели подружиться. Утро второго дня началось, как обычно, с хорошего завтрака. Самое активное общение проходит за столом. Кухня работает в особом режиме для того, чтобы участники форума могли набраться сил для дальнейшей работы. Скажите, пожалуйста, вот тяжело вам сегодня вот на форуме кормить столько людей приехало? Я бы, конечно, много людей, когда не всегда у нас столько много бывает, но очень приятно, что много гостей у нас. Успеваете? Конечно. Наши и национальные блюда мы стараемся им делать. И хотим показать наше гостеприимство. Так, вы довольны? Очень, очень. А мы заметили, что у вас практически графика нет, и стол всегда накрыт. Потому что люди приходят, чай просят, но мы стараемся, чтобы всегда был стол накрытый, и чтобы они довольны были этим, чтобы было у них какое-то воспоминание с Кавказа, что откуда приезжают. И вот начался процесс форума, работа в секциях. Первой важной темой обсуждения стало духовно-нравственное воспитание молодежи. А экспертом выступил Ахмед Ярлыкапов, представитель Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Тема круглого стола очень сверх даже актуальна, потому что за последние 20 лет действительно у нас очень серьезные проблемы с духовно-нравственным воспитанием. Хотелось бы, конечно, обсудить, как само духовенство видит свое место и роль в этом процессе. В действительности проблема очень большая, но она проблема очень решаема, потому что вот мы здесь, в Ингушетии, у нас рядом в Чечне, в Дагестане, с духовным управлением имеем плотный контакт и видим везде, что вот эта работа с молодежью во всех организациях, она ведется. Дело в том, что наша молодежь, она по своей сути не является вот отрицательным чем-то. От того, что она интересуется какими-то новшествами, интернетом, связью, это не ее минус, а ее плюс. Наша задача в этом направить ее в правильную сторону, эту энергию. Каждый человек обязан беспокоиться о своем родине, значит, о своих братьях, о своей республике. Это является обязанностью для него. Мы знаем из хадиса пророка, алейхиссалам, в котором говорится: «Хуббуль ватан миналь иман». Любовь к родине – это от имана. Значит, если человека не беспокоит та атмосфера, которая творится у него в республике, значит, у этого человека вот те качества, которые должны сочетаться истинным мусульманином, отсутствуют. Приехал как участник поучаствовать в форуме Таргим 2011 в круглом столе под названием «Роль духовенства в духовно-нравственном воспитании молодежи». Вот как вы считаете, насколько сегодня важно вот это духовно-нравственное воспитание? Оно было важно всегда, и сегодня оно очень актуально на сегодняшний день, потому что ценности религии в духовно-нравственном воспитании занимают очень большую роль. Западная культура проникла практически во все части света и во все народы, и эта культура разлагает молодежь и общество в целом в духовно-нравственном состоянии.
И дальше, если мы не будем предпринимать каких-либо шагов в предотвращении этого разложения, то нас ожидает очень печальное будущее. Все-таки надежда же остается? Конечно, остается. Вот такие вот форумы и собрания, конференции молодежные, они дают нам новые решения. У нас вообще на встрече был круглый стол «Роль духовенства в духовно-нравственном воспитании молодежи». Действительно, неожиданно для меня сегодняшний форум, круглый стол прошел очень живой обстановке, очень хорошие выступления. Каждый выступавший уже говорил действительно о наболевшем, о проблемах, о том, как выйти из тупиковой ситуации, как направить молодежь в правильное русло, какие у них болезни, что им не хватает. Действительно, принятая резолюция после круглого стола, она объемлила все эти проблемы, которые сегодня стоят перед молодежью, и те болезни, можно сказать, их болезнями, которые мешают и направляют их в ненужном направлении. Вот мы действительно согласованно, единогласно сегодня и вывели обращение к властям с просьбой той или иной для улучшения сложившейся ситуации, чтобы духовно-нравственное воспитание не зашло в кризис. И была отмечена вся плодотворная работа, проводимая в Дагестане, в Карачаево-Черкесии, в Ингушетии. Проделана огромная работа, которая действительно сегодня дает плоды, и мы видим результат. Осознавая и понимая, что молодежь нужно вовлекать в политику, на секциях была обозначена тема «Молодежная политика. Проблемы и перспективы». Очень интересной оказалась лекция эксперта из Санкт-Петербурга Андрея Грецова. Слушатели живо реагировали и предлагали свои варианты и решения, активно участвовали в полемике. После вводной лекции эксперта ребята разбились на группы. Мы участвуем в секции на тему молодежной политики, ее проблемы и решения. Основными вопросами стали действительно основные проблемы молодежи, то есть это нехватка информации в сфере молодежной политики, молодежных программ, которые проводятся не только на республиканском уровне, но также на всероссийском. Затронулись духовно-нравственные вопросы молодежи, то есть это воспитание, это в первую очередь студенты, выезжающие из-за границы своей республики, то есть проявление уважения. Затронулись также культурные вопросы, то есть возрождение культуры, неделя возрождения культур, дни национальной культуры, которые в Ставропольском крае проводятся достаточно-таки часто, вопросы толерантности, то есть все, что может захватить молодежная политика, обсуждали все. Действительно, очень гостеприимный народ, все порваны стереотипы абсолютно, которые были сложившиеся у нас в Украине. И мы очень рады, спасибо огромное. Что вас впечатлило вот в самое первое? В первую очередь гостеприимство народа ингушского, действительно, потому что и дружелюбность самих людей, они открыты для общения, открыты для новых каких-то совместных проектов, и это самое главное. Ну а вы сами с чем приехали к нам? Мы приехали как гости поучаствовать, поделиться опытом, рассказать, может быть, что-то свое и узнать, естественно, новое. Приехали за новыми потенциальными знаниями. В первую очередь, я думаю, что будут какие-то совместные проекты, во-вторых, это будет куча новых знакомств, действительно новых, действительно нужных. И я думаю, мы в дальнейшем будем сотрудничать, будем приглашать вас в Украину, вы приезжайте обязательно к нам. Молодое поколение выбирает интернет, создаются всевозможные сайты для того, чтобы информация быстро доходила до человека. Это легкий способ делиться со всеми своими мыслями, а создают это общение блогеры. Встреча блогеров 3 республик: Дагестан, Чеченская республика, понятное дело, Республика Ингушетия. Мы говорили о важности открытости общества, о важности открытости власти. И все, что можно обеспечить через подачу информации, через форумы, через интернет-форумы, через блоги. Насколько это важно для всех наших республик, насколько это важно для людей, которые живут в республике, насколько это полезно с точки зрения информирования общества за пределами нашего Северного Кавказа о том, что происходит в наших 3 и вообще в республиках и вообще в регионе Северный Кавказ. Сегодняшняя молодежь очень во многом живет в интернете, и поэтому все, что так или иначе связано с интернетом, я думаю, будет для них интересно. Мы попытались найти какие-то новые подходы, может быть, инновационные какие-то подходы к тому, что можно сделать молодежи в интернете. И я надеюсь, что после сегодняшней встречи, после форума, мы как-то сможем разъехаться по местам и уже как-то претворить это все в жизнь.
Следующей не менее важной темой было молодежное предпринимательство. Понимание участников форума, инновация является движущей силой в разных сферах, которая послужит основанием для определения жизненных стандартов. Общаясь друг с другом, участники отметили, что проблемы развития молодежного предпринимательства связаны в первую очередь с финансовыми трудностями создания предприятий, а также с недостаточным уровнем специфических знаний, а для путей их решения они все дружно собрались за круглым столом. Обсуждали вопросы взаимодействия республиканских бизнес-инкубаторов. На межрегиональном уровне обсуждался вопрос создания ассоциации этих бизнес-инкубаторов, чтобы молодежная среда Южного федерального округа общалась между собой, то есть обсуждался вопрос создания площадки взаимодействия вот этих молодых людей, молодых предпринимателей. Ну и обсуждался такой острый вопрос, как создание системы, которая бы позволила получить доступ к кредитам малым предприятиям, да, которые фактически не имеют своего залогового имущества. Этот форум, мне кажется, я выскажу свое мнение, мне лично он помог в том плане, что я узнал, о чем думает молодежь в других регионах, как они мыслят, какие у них идеи, какие пути они предлагают для реализации этих идей. И этот опыт, думаю, будет полезен всем участникам. Молодежь довольно активная, молодая. Причем разноплановая. Есть серьезные люди, есть просто, кто просто ходит и улыбается. Есть просто, как бы сказать, со стороны, которые просто наблюдают. Да. Идет не просто обмен информацией, это обмен какого-то опыта, это обмен каких-то культур. То есть это довольно как бы интересное мероприятие и нужное мероприятие, потому что именно на таких мероприятиях люди засвечиваются, и уже люди видят, что им нужно, чего отталкиваются. К примеру, вот я приехала сюда, и я увидела какие-то нюансы, которых у нас нет на Урале. Я могу смело это проводить у нас на Урале, точно так же, как и я, допустим, сказала, вам информацию вы проводите у себя. Здесь, конечно, поразило в первую очередь уровень форума в этом году. Это международное участие, потому что показать, что такое Россия, собрать столько представителей разных регионов, это настолько важно. И тем более столько сегодня здесь иностранцев присутствует. Мы можем просто гордиться тем, какая сама Ингушетия, какая у нас республика. И в целом Россия может гордиться. Есть что показать. И очень важно, что приехали посмотреть. А вот самая главная роль таких форумов? Ну, в первую очередь, конечно, это общение, потому что у нас такая огромная, самая большая в мире страна. Поэтому общаться молодежи из разных регионов не всегда получается. И когда правительство республики делает такие проекты, это всегда отлично, это всегда приветствуется. Мы можем общаться, мы можем обсуждать общие проблемы, мы можем обсуждать общие проекты и в дальнейшем, может быть, даже сотрудничать и уже на каком-то уровне взаимодействовать. Но мне кажется, если бы мы могли бы собрать представителей всех субъектов России, конечно, это задача, которая редко где вообще на наших форумах реализуется, тем более, когда мы говорим все-таки форум, он изначально не как Селигер, который предполагает уже обязательное участие, но даже то, что приехало столько много представителей регионов, это уже большой успех. Конечно, хотелось бы всех видеть, конечно. В следующий раз, наверное, будет еще больше. Организаторы форума посчитали необходимым познакомить участников с культурно-этнографической историей народа. Была представлена выставка живописных работ художников Ингушетии, а также мастеров декоративно-прикладного искусства. Впервые приехал в Ингушетию, но, к своему сожалению, хотя я являюсь жителем Северо-Кавказского региона, это может быть плохо, но с другой стороны, когда я приехал сюда, я увидел, что республика, она практически ничем не отличается от моей республики, Балкарской республики. А когда говорят люди разные, я не согласен с этим, даже внешностью ничем не отличается. Как я выехал из Нальчика, так я считаю, я просто переехал на другую часть Нальчика, которая такая же радушная, такая отзывчивая. Если говорить за природу, природа такая же горная, красивая, как и у нас в республике. Сейчас вы пришли посетить нашу выставку, да, как вам выставка? Знаете,
Я любитель симпозиума, выставок непосредственно, которые посвящены горной тематике, как мы видим здесь представлены у нас картины, непосредственно в Нушке, замке, башне. Это мне близко, даже пейзажи, натюрморты, все это близко, поскольку искусство, оно приближает человека к возвышенному. С первой минуты, как мы вступили на землю Ингушетии, мы понимали, что любое слово, любое действие, направленное на молодежь, оно сейчас актуально, поскольку нравственное, духовное воспитание молодежи надо ставить во главу угла любого деяния. Поскольку, да, мы говорим экономика, политика, но без подкрепления молодежи, поскольку молодежь в свое время придет, и мы уже будем этим заниматься. Если не будет уделено должного внимания той теме молодежи, воспитания молодежи в духе нравственного и духовного воспитания, любви к родине, патриотическому воспитанию, я думаю, будет трудно дальше жить. И необходимо, как вчера сказал уважаемый президент, надо направить все наши усилия на наложение грамотного диалога, чтобы диалог состоялся. Диалог состоялся, поскольку мы в первый же день смогли найти общий язык, но общий язык как не найдешь, когда человек молодой, он не обременен никакими штампами, рамками. Молодежный максимализм есть, но молодежный максимализм, он разумный. Как говорится, в вашу силу нужное направление. Я вижу, что это направление уже найдено. И когда выступали представители разных делегаций, благодарили главу Ингушетской республики за оказанный прием. Но я считаю, это благодарство будет во 100 крат больше по окончанию данного форума. И когда в следующий год мы соберемся, мы уже будем говорить не товарищ, а брат, сестра. И это будут не просто слова, а это будут те слова, которые будут подкреплены определенными делами в отношении как молодежной политики, так и в политике в целом, не только в Северном Кавказе, но и в политике всей планеты, поскольку представлены делегаты из разных стран. Люди приезжают сюда и знакомятся с новой культурой, с новыми людьми, получают какие-то новые эмоции, новые мысли, расширяют свой кругозор. Форум проходит в горной местности, где самый чистый воздух, где самая красивая природа. И я заметил, вчерашние гости, которые приезжали, были очень удивлены и были рады тому, что они приехали сюда. Я скажу, даже до позднего вечера и с раннего утра они любовались горами. Это неописуемо, их восхищение. А то, что гостей так много, так это же лучше для нас. Пускай чем больше людей узнает о нашем форуме, тем будет лучше. Один человек, который приедет сюда и получит море хороших впечатлений, он, поехав домой, расскажет это не одному десятку своих друзей, которые в дальнейшем тоже захотят приехать к нам и будут заинтересованы. То есть, чем большим гостям понравится, тем больше гостей и придет. Очень красивая природа здесь, очень мне нравится здесь. Не знаю, просто классно здесь. Нам очень разогревали интерес, мы знакомились с ребятами, нам много рассказывали про Ингушетию, про народ. И сейчас мы просто полны ожиданием увидеть наконец то историческое наследие, которое осталось. Ну что, будем работать? Да, конечно. А больше всего впечатлило участников форума посещение башенных комплексов, и каждый пытался запечатлеть себя на фоне этой вековой истории. Я приехал здесь, в Ингушетию, потому что здесь молодежный форум, и просто я хотел видеть, как это на Кавказе, и все просто
как это здесь выглядит. Сегодня вы посетили экскурсию, наши горы, наши башни. Какие впечатления у вас? Очень хорошие, да. Мне здесь очень нравится, потому что эти горы, они как у меня дома. Просто я из города, который в горах. И ну просто сейчас я чувствую, как дома. Как будто дома, да? Да. Мы решили провести эту экскурсию. По дороге заехали в башенный комплекс Эдикал и как бы остановились у этого комплекса Волнышки, чтобы они здесь пообедали. Устроили, как говорится, такой маленький пикник для гостей. Тут много участников форума из разных субъектов Российской Федерации, которые впервые оказались в таких красивых горах, впервые увидели башню, вот эти наши склепы, и, конечно, впечатление у них будет очень высокие. Вы сами довольны тем, как вы провели этот форум? Да, мы довольны, потому что мы этот форум уже Комитет по делам молодежи проводит третий раз. Первый раз мы его провели в 2009 году. Этот форум был тогда как бы северокавказский. В 2010 году он стал всероссийским, но сегодня он является уже международным форумом, так как здесь участвуют уже не то что субъекты Российской Федерации, здесь уже Украина, Финляндия, Швеция, команда из Абхазии. Поэтому форум стал уже международным, мы будем в дальнейшем привлекать еще больше стран и будем как бы развивать наш форум на более высшем уровне. Молодежь умеет отдыхать и создавать праздник вокруг себя, и поэтому каждый вечер был насыщен песнями, танцами, конкурсами, и, конечно же, в горах звучала лезгинка. Но я уже не первый раз по форумам езжу, вот, ну, форум в Ингушетии, он, конечно, отличается от других форумов. А что вы запомнили больше всего? Я больше всего запомнила, ну, как я уже сказала, вчерашние танцы, мне очень понравились, да. Ан, скажи, пожалуйста, а проведение такого рода форума, вообще вот эти масштабные мероприятия, где вот молодежь собирается, вот что это вообще вот вам дает? Это дает общение, это дает обмен какими-то знаниями, ну, среди молодежи в первую очередь, потом поддержание каких-то отношений, общение на расстоянии, то есть, ну, это сближает, грубо говоря, как народы, так и молодежь, то есть во многом. Меня зовут Виктория. Я очень хочу всех поблагодарить. Спасибо за столь теплый прием. Поприветствуем наших девушек. Мы благодарим организаторам Таргима 2011 за такой шикарный прием в Республике Ингушетия, за хорошую программу, за интересные семинары и секции, которые были организованы познавательные. И, конечно, хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились намного чаще, и мы с радостью будем теперь приезжать в Республику Ингушетия снова и снова. И, конечно же, ждем представителей Республики Ингушетия у нас в городе Ставрополе. Ты, наверное, уже устал, давайте мы поговорим. Пару слов от тебя. Я хотел бы также поблагодарить всех организаторов сегодняшнего мероприятия. Всем огромное спасибо. Также выражаю огромную благодарность Комитету по делам молодежи Республики Ингушетия. Всем большое спасибо. Спасибо за такой теплый прием. Мы очень благодарны.
Финалом этого праздника молодежи стал большой концерт с участием артистов ингушской эстрады. Деятели культуры и искусства Республики Ингушетия приветствуют вас на гостеприимной земле Ингушетии. Посетив Ингушетию, вы без сомнения увезете домой незабываемые впечатления от туристических экскурсий и, конечно, частицу духовного богатства этого края. Края, который стоит того, чтобы любить всем сердцем. Я не сдамся тоске, верю я, настоящий орел прилетит, а тебе я скажу, не тая, извини, ты бескрылый джигит. Я не сдамся тоске, верю я, настоящий орел прилетит, а тебе я скажу, не тая, извини, ты бескрылый джигит. Аист на крыше гнездо с аистенком ночью и днем бережет. Ну а в том доме под крышей девчонка счастье так ждет. Люди в Нью-Йорке, в Париже, в Берлине, верьте друг другу и мне. Аист на крыше, счастье под крышей и на земле. Люди, прошу я, потише, потише. Воины пусть гинут во мгле. Аист на крыше, аист на крыше, мир на земле. Горский, как поднять тебя, не глядя в красавицу любя. И как услышать слова нет, когда мне 18 лет, и словно на ладони целый свет. И как услышать слова нет, когда мне 18 лет, и словно на ладони целый свет. И на меня так много не гляди, сердце бывает я сосчитаю раз, два, три, если станешь, посмотри, будешь моей душой, не говори. Я сосчитаю раз, два, три, если станешь, посмотри, будешь моей душой, не говори.
Каждое исполнение было принято на ура, и трудно было сдержать эмоции. Так и мы не удержались и пошли в пляс. Сердце яд навсегда любимой, а любимая кристалл мой неоценимый. Для чего вам хмурить бровь и глядеть так жутко? Все законы за любовь, а любовь не шутка. Для чего вам хмурить бровь и глядеть так жутко? Все законы за любовь, а любовь не шутка. Не подумайте с ума, я сошел по милому. Вышла из дому сама, не заставил силой. Это алмаз без обрамления. Эльбрус, Казбек, Столовая гора. И башни — уникальное творение. Мы выстремились всюду и всегда. Законы гор, достоинство и вера сплотила нас на вечные века. И вот теперь один из самых первых вам шлю привет, родные города. На закрытии Международного молодежного форума «Торгим-2011» были высказаны самые теплые слова и пожелания всем участникам. Были вручены дипломы и памятные подарки. Никто из них не остался без внимания. Сегодня завершился Международный молодежный форум «Торгим-2011».
Конечно, если исходить из состава и качества участников и экспертов, я очень доволен. Практически на нашем форуме приняли участие представители, за исключением 2-3 субъектов Российской Федерации, все субъекты приняли участие. Особенно я благодарен участникам из стран дальнего зарубежья, которые как раз-таки придали нашему форуму статус международного. Благодарен экспертам, у нас качество экспертов было на высоком уровне. То есть эксперты не ниже кандидата наук, доктора наук, именно те люди, те эксперты, которые работают в молодежной среде, работают с молодежью, понимают проблемы молодежи, и на их языке они легче доносят решение проблем молодежных, каких-то возникающих вопросов. То есть язык экспертов молодежь воспринимает лучше, чем, например, преподаватели, потому что эксперты в этой среде, они работают давно и понимают те глубинные проблемы молодежи. Наш молодежный форум мы разделили на 2 блока. Первый блок – это образовательный, второй блок – это экскурсионный. Первый блок прошел на очень высоком, хорошем уровне. Экскурсионный блок, ну, конечно, нам не удалось посетить все те места, которые мы запланировали. То есть многие участники были впервые у нас. И смотря на наши горы, на наши башни, конечно, они завораживались этим. И приходилось подолгу задерживаться на одном и том же месте. Поэтому по образовательному блоку у меня вопросов нет, я доволен. По экскурсионным есть несколько вопросов. Но в плане организации самого мероприятия, конечно, у нас не все идеально. Много недочета было и упущений подмечено и главой республики, и председателем правительства. Мы опросили участников, учли все их пожелания. При проведении форума в следующем году мы постараемся поднять качество нашего форума на более высокий уровень. Чтобы продлить ощущение праздника и сохранить атмосферу гостеприимства таргимцев, в дорогу участникам были приготовлены блюда национальной кухни чапелкиш. Это был намек сельчан на приглашение следующего форума. Мы остановили автобусы для того, чтобы преподнести им гостинцы, которые приготовили. Мы хотели, чтобы дороги, они нашу республику, наш район вспоминали теплыми словами. И мы им преподнесли наш традиционный чапель в горячем виде и немножко фруктов с наших садов. От лица молодежного формата и всех участников Международного форума «Таргим-2011» хотелось бы выразить благодарность работникам лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи» за терпение, теплый и радушный прием. Вот и подошли к концу 4 дня форума. Илья, согласись, и наше присутствие здесь не было бессмысленным. Мы не только поработали с тобой, но и привели массу друзей и приглашений, от которых мы не сможем отказаться. Ну а такие форумы должны проводиться почаще. Они способствуют сближению, взаимопониманию, а также налаживанию отношений между молодежью. На этом наша молодежная программа завершается. Надеемся, вы получили массу положительных эмоций и заряд оптимизма. И желание внести свой вклад в развитие общего дела. Идеи за вами, дерзайте. Предлагайте, будьте в поиске. Для этого у вас есть хорошее время. Это молодость. С вами были Залина Хутиева, я Лес Гатагажи. Берегите себя, до новых встреч. Новых ощущений вам. До свидания.